Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Во второй встрече чешских хоккейных игр сборная России уступила команде Финляндии. Результат встречи – счет 1-4. Тем самым российская сборная прервала победную серию в Евротуре, которая составляла 10 матчей подряд. В первом периоде финские хоккеисты выглядели более активными и открыли счет уже на 5-й минуте. Защитник Аксель Риндел воспользовался образовавшимся перед ним пространством и точно бросил практически из круга вбрасывания. Вратарь Иван Бочаров выручить российских хоккеистов не смог. Во втором игровом отрезке россияне действительно стали играть активнее. Сборная Финляндии начала играть по счету, а у российских хоккеистов стали получаться затяжные позиционные атаки за счет расположения скамейки на половине площадки соперника. При этом с этим преимуществом они неплохо справлялись и пользовались этим в матче против шведов. Однако в этой игре заброшенных шайб это не принесло. Составы всех команд, участвующих в Евротуре, постепенно приближаются к тем, которые будут играть на предстоящем чемпионате мира. В тот же день сборная Чехии со счетом 3-2 в овертайме победила команду Швеции. В составе победителей шайбы забросили Филипп Задина и Матей Странски. У шведов отличился Макс Фриберг и Пер Линдхольм. В турнирной таблице чешских игр хозяева турнира лидируют с 5 очками. По 3 очка в активе сборных России и Финляндии. Шведы набрали только 1 балл. Сборная России для победы в заключительном этапе Евротура ей необходимо выиграть в матче с чехами в основное время и рассчитывать на то, что финны не смогут сделать то же самое во встрече с командой Швеции. Две последние встречи турнира пройдут 15 мая. На чемпионате Европы по водным видам спорта россиянка Анна Кананыхина завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Ее соотечественница Юлия Тимошинина заняла второе место. Кананыхина по сумме 5 прыжков набрала 365,25 балла. Тимошинина – 329,2 балла. Третье место заняла британка Андреа Спиндолини. Для 17-летней Кананыхиной нынешний чемпионат Европы стал первым в карьере. Тимошинина дважды завоевывала золотые медали континентальных первенств. На сегодняшний день сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира. В активе российских спортсменов 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии, на третьем сборная Украины. Чемпионат Европы завершится 23 мая. Двигаемся далее. Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги ВТБ Нижний Новгород победил московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 76-72. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист Нижнего Новгорода, форвард Антон Остапович, в активе которого 18 очков. В составе армейцев больше всех очков набрал защитник Иван Ухов, на его счету 12 баллов. Дабл-дабл на счету форварда ЦСКА Никиты Курбанова, 10 очков и 14 подборов. Нижний Новгород прервал серию из 15 поражений подряд в матчах с ЦСКА. Счет в серии до 2 побед стал равным 1-1. Решающая игра противостояния пройдет 15 мая. По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял 4 место, Нижний Новгород – 5. Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Роберто Баутиста Агута в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-4 в пользу 23-летнего россиянина. Рублев занимает 7-е место в рейтинге АТР. В его активе 8 титулов под эгидой организации. Он 4-жды доходил до четвертьфинала на турнирах серии «Большого шлема», на открытых чемпионатах США, Франции и Австралии. 23-летний россиянин посеян на турнире под 7-м номером. Баутиста Агут занимает 11 место в мировом рейтинге. На турнирах серии «Большого шлема» лучшим результатом 33-летнего испанца является выход в полуфинал Уимблдона 2019 года. Рублев в четвертьфинале сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и итальянцем Лоренцо Сонего. Турнир в Риме относится к категории «Мастерс». Престижнее только турниры «Большого шлема» и итоговый турнир АТР. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона евро.
32-летний Давид Вардумян из Еревана завоевал популярность в интернете при помощи роликов, демонстрирующих спортивные трюки. То словно тигр в цирке он прыгает через кольцо, то садится на шпагат с опорой на движущиеся предметы, то демонстрирует владение боевыми искусствами. В детстве Давид занимался карате, однако потом перешел на тхэквондо. Сначала выступал на чемпионатах, но со временем осознал, что зрелищные трюки идеально подходят для демонстрации в соцсетях. Спортсмен говорит, что нередко его сравнивают с футболистом Златаном Ибрагимовичем, известным своими эффектными трюками с мячом. А еще Давид повторил знаменитый трюк Ван Дамма, сев на шпагат на крышу двух движущихся автомобилей. Вардумян уверен, что в его трюках нет ничего невозможного. Однако для их исполнения требуется серьезная физическая подготовка и огромное желание. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий в мире спорта. Сергей.